Активисты Общероссийского народного фронта по Коми совместно с волонтерами-медиками доставили в Коми республиканскую инфекционную больницу более 5000 единиц средств индивидуальной защиты. Поставка масок, защитных костюмов и респираторов была осуществлена в рамках всероссийской акции «Мы вместе». На разгрузке СИЗов побывала Евгения Кладкевич. Вспышки, конечно, были временами каких-то инфекционных заболеваний, но такого как сейчас, конечно, не было. Наталья работает в так называемой грязной зоне, где лежат коронавирусные больные. Столь сложной работы за 33 года стажа, говорит, еще не было. Главная трудность, по словам женщины, постоянно находиться в защитных костюмах и масках. Жарко и неудобно. Однако без этого приближаться к зараженным COVID-19 нельзя. Небольшая коробка весом всего в несколько килограмм. Однако сегодня столь легкий груз, в то же время тяжелая артиллерия, поскольку средства индивидуальной защиты – одно из главных оружий в борьбе с коронавирусом. Сегодня этого оружия в Республике Коми стало на несколько тысяч единиц больше. 1300 защитных костюмов с бахилами, 1000 респираторов и 3000 перчаток. Этот ценный груз накануне прибыл в столицу поездом из Москвы. Активисты Общероссийского народного фронта совместно с волонтерами-медиками получили заветные СИЗы с помощью всероссийской акции «Мы вместе». По всей стране в рамках нее осуществляется поддержка медучреждений, которые сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Нам уже привозили СИЗы, но это вторая партия, большая. Первые партии были намного меньше, и мы уже по необходимости заказывали. Сейчас это уже намного больше и шире. СИЗы нам предоставляют. В качестве костюмов раньше были только маски и перчатки. Отправив заявку на сайте, долго ждать не пришлось. Защитные средства прибыли всего через пару дней. Сейчас в таких, казалось бы, простых вещах, как маски и костюмы, нуждается почти каждое медучреждение Коми. Первым делом снабжают, конечно, очаги заражения. В столице в их числе с начала пандемии Коми республиканская и инфекционная больница. В данном грузе больница, конечно, нуждалась. Большое спасибо за оказанную помощь. Примерно у нас в день уходит около 100 комплектов СИЗов и требуется каждый день обязательно. Сегодня в республиканской инфекционке около 100 зараженных коронавирусом, 8 из них в реанимации. Их лечением занимаются 287 врачей и медсестер. Обеспечить персонал защитными средствами – одна из главных задач. Разумеется, ставится она во всех медучреждениях республики. Тот гуманитарный груз, который сегодня пришел в республику, безусловно, это груз основан на наших потребностях, по нашим запросам нашего мониторинга. Но мы знаем, что остро нуждаются в средствах индивидуальной защиты сельские больницы, в сельских муниципальных образованиях. И, конечно, эти потребности мы тоже направляем в центральный штаб для того, чтобы какая-то помощь и этим лечебным учреждениям была оказана. Региональный штаб ОНФ ежедневно проводит мониторинг больниц на наличие и потребность СИЗов. Если где-то их нехватка критическая, активисты, не отправляя запросов на поставку, помогают сами, отдают медикам защитные средства из своего запаса. К слову, в ближайшее время небольшой гуманитарный груз от ОНФ отправится сотрудникам скорой медицинской помощи. Евгения Кладкевич, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.